Я пойду на свидание только с тем, кто вызовет мне такси бизнес-класса, оплатит мне яхту. На первое свидание мы пойдем в какой-нибудь мишленовский ресторан, и он мне задарит подарками на первом же свидании. Девочки, давайте перестанем так думать и делать, потому что это на самом деле испанский стыд, так как вы начинаете сразу с первого свидания позиционировать себя как товар, какие-то товарные отношения. И давайте хотя бы на первом свидании, если вам не предложили такси и так далее, то найдем эти копеечки и поедем на свидание сами. Во-первых, это и будет безопасней, и во-вторых, вы покажете, что, вы сами хотя бы в состоянии себе вызвать такси. А то сейчас все хотят миллионеров, трастовые фонды и так далее. Даже целые какие-то мейнстримы пошли, но, если честно, все это в глазах мужчин, мне кажется, очень странным. И если вы хотите такие товарные отношения, то, пожалуйста, сразу выставляйте счет и так далее, сколько он должен платить, покупая вас. Если же вы хотите выстроить нормальные человеческие отношения, где, конечно, мужчина будет делать для вас многое, но не на первом свидании, хотя бы нужно узнать друг друга и так далее. Так что не ведитесь на все эти видео о том, что все говорят: вот, он меня там на первое свидание должен чуть ли не в Монако забрать, я же такая вот одна на планете. Но давайте оценивать шансы свои реально. Так что, чтобы не упустить, знаете, нормальных парней, мужчин, которые реально готовы для вас сделать, но не с первого свидания. Вы сами просто посудите, посмотрите на эту ситуацию, и даже для вас это в конечном итоге покажется очень странным. Что вы думаете по этому поводу? И должен ли мужчина вызывать такси на первом свидании?